Астрахань – уникальный город, который в разные периоды был столицей 3 государств – Хазарского каганата, Золотой Орды, Астраханского ханства. Существует и сказочная история происхождения названия города, которая описана в XVII веке османским путешественником Эвлия Челеби. Он пишет, что в окрестностях города жил злой дракон – Аждаха. Храбрый джигит одолел дракона и освободил город. А город, построенный на месте гибели дракона, назвали Аждырхан. Интересно, что эта легенда перекликается с легендой о Зеланте, драконе, обитавшем у реки Казанка. Астрахань славится своими лотосовыми полями. В дельте Волги летом расцветает этот цветок, который называют Каспийской, Астраханской или Чулпанской розой. Река Дон является одной из древнейших рек Земли. Дон катил свои воды в Черное море еще до образования Азовского моря. Считается, что наименование Дон имеет скифско-сарматские корни. Однако татары издавна называли эту реку Тын, что значит «тихая, спокойная». В русском языке Дон часто называют тихим, поскольку река имеет очень медленное течение. Скорость воды составляет всего лишь 3 км в час. Несколько веков назад на берегах Дона водились дикие лошади. Но из-за активного расселения людей в окрестностях реки эти красивые животные постепенно исчезли. Исторический район и одна из самых старинных улиц Москвы носят название Балчук. Название произошло от татарского слова «балщик», что значит глинистая почва, грязь. Улица располагалась в сырой низине, называемой болотом. В народе название Балчук закрепилось намертво, поскольку вплоть до конца XVIII века, пока не был построен водоотводный канал, местность ежегодно затапливалась во время сильных дождей или паводков. Сегодня улица Балчук очень спокойная, тихая. Но с XIV века по 1938 год Москворецкий мост соединял ее с Красной площадью, и по ней шло все движение с площади в Замоскворечье. Улица была очень шумной, поскольку в то время на ней располагались бани и торговые лавки. В каждом уголке нашей Родины, да и по всему миру, можно найти следы наших предков. Важно лишь увидеть, услышать и познать. Ассаляму алейкум!